27 сентября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,22 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,87 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2243 до 9,90 сомони, 1 евро от 9,8737 до 9,83 сомони, 1 российский рубль от 0,1680 до 0,17 сомони. Мировые котировки нефти во вторник утром растут после падения днем ранее. Цена на нефть марки Brent составила $83.46 за баррель, марки ВТИ составляет $77.23 за баррель. Стоимость золота во вторник утром несколько поднимается, оставаясь ниже $1640 за тройскую унцию. Днем ранее котировки обвалились до минимального с начала апреля 2020 года уровня, следует из данных торгов. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал список стран с наиболее высокой долей импорта цемента. В январе-августе этого года Узбекистаном импортировано 1,5 миллиона тонн цемента, в котором около 42% составляют поставки из Таджикистана. В сообщении узбекского статведомства говорится, что за 8 месяцев этого года из Таджикистана импортировано 625 тысяч тонн цемента. В четверке главных поставщиков оказались исключительно представители Центральной Азии – это Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан. Сравнительно небольшие объемы данного стройматериала поставляются в Республику Узбекистан также из Ирана, Китая и России. По данным Минпрома Республики Таджикистан, в январе-августе этого года в Таджикистане произведено более 2,9 миллионов тонн цемента, что на 14% меньше по сравнению с этим же периодом прошлого года. В настоящее время в республике действует 16 цементных заводов с совокупной производственной мощностью 5,6 миллионов тонн продукции в год. Наиболее крупными из них являются таджикско-китайское предприятие Джунсай Махир Цемент, Хуаксин Гаюр Цемент, Хуаксин Гаюр Сух Цемент. На эти три предприятия приходится более 80% выпуска цемента в республике. Между тем, компания Orion Invest планирует построить на юге Таджикистана цементный завод годовой мощностью 1,8 миллионов тонн. Установленная мощность наиболее крупных действующих предприятий не превышает 1,2 миллиона тонн в год. Местные экологи неоднократно заявляли, что наращивание производства цемента может нанести непоправимый ущерб окружающей среде и здоровью людей. Мир будет еще беднее, чем думали из-за агрессии России против Украины. В следующем году мировая экономика не досчитается $2,8 триллионов, посчитал клуб богатых стран ОСР. Среди 20 ведущих экономик мира Россия пострадает больше всех. Свежий прогноз так и озаглавлен «Цена войны». Мировая экономика тормозит, виной тому ничем не спровоцированная неоправданная и преступная агрессия России против Украины. Рост ВВП во многих странах остановился, и судя по данным о состоянии экономики, торможение будет продолжительным, сказал генсек ОСР Матиас Корман. Помимо энергетического кризиса, вызванной газовой войной Кремля против Европы, на темпы прироста богатства в мире давит рекордная инфляция и ковидный локдаун в Китае. Но главное – это война. Без нее в 2023 году объем мировой экономики был бы на 2% больше, чем в опубликованном в понедельник прогнозе. В деньгах это гигантская цифра – $2,8 триллиона, примерно в 1,5 раза больше ВВП России. Россия переживет самое существенное падение в следующем году среди 20 ведущих экономик мира – 4,5% ВВП. Помимо России, ОСР прочит снижение ВВП в 2023 году только Германии, крупнейшей экономики Европы, главному покупателю российского газа и ведущему экспортеру. Промышленный мотор старого цвета глохнет из-за газовой диеты, на которой немцев посадил Кремль, а также из-за торможения экономики Китая. Остальные вырастут, причем больше других – это Турция, Индия, Китай и Саудовская Аравия, выигравшие от энергетической и санкционной войны России и Запада. Узбекистан ведет работу по получению разрешения от международных регулирующих органов для прямого использования ГТЛ-керосина в качестве авиатоплива без необходимости его смешивания с традиционным. Об этом сообщает подробно .уз. В
В середине сентября на заводе Узбекистан КТЛ впервые в истории не только Узбекистана, но и всего мира было налажено производство синтетического авиакеросина, соответствующего международным стандартам и техническим требованиям. По сравнению с традиционным керосином, полученный из нефти, ГТЛ-керосин сгорает со значительно меньшим содержанием диоксида серы, оксидов азота и твердых частиц. Это позволяет в разы снизить количество выбросов при сжигании авиатоплива, делая его экологически чистым и устойчивым. Ежегодно завод Узбекистан ГТЛ имеет возможность производить до 500 тысяч тонн синтетического керосина. На данный момент крупнейшие мировые авиастроительные компании, американский Boeing и французский Airbus, подтвердили возможность применения синтетического авиакеросина, производимого на заводе Узбекистан ГТЛ в качестве компонента для смешивания с традиционным авиационным топливом Jet A1, который производит Бухарский нефтеперерабатывающий завод. При этом на днях швейцарская компания СГС, осуществляющая независимую экспертизу, контроль испытаний и сертификацию, подтвердила соответствие качества, произведенным на Бухарском НПЗ, полусинтетического авиакеросина международным стандартам, что дает возможность применять его в качестве топлива для авиации.